прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги Ия Рамзан Абуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Экономическое чудо. 7 резидентов есть, и они в разной степени готовности. Заместитель министра экономического развития России проверил, как идут работы по созданию инфраструктуры в особой экономической зоне Грозный. Сколько рабочих мест предоставит площадка? Для удобной и качественной жизни. В соответствии с поручением главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова, вот эти подъездные дороги к социальным объектам, они у нас стоят в приоритете. А в Грозинском районе прокладывается асфальт и водопровод. Сколько километров охвачено ремонтными работами? Шах и мат. Суть швейцарской системы игры заключается в том, что после первого круга проигравший не выбывает из турнира. В республике проходит муниципальный этап чемпионата по шахматам. Именами победителей в Урус-Мартановском муниципалитете поделится Мадина Нусалчиева. Ранним утром тысячи верующих во всех мечетях республики молились за палестинцев. Для коллективного тахаджуд-намаза жители собрались по призыву главы региона. Они взывали Творца к защите мусульман Палестины, которые подвергаются террору со стороны Израиля. Страна, созданная для того, чтобы дать возможность жить народу, которого уничтожали во время Второй мировой войны, вдруг сама превратилась в фашистскую. Число жертв конфликта в секторе Газа превысило 3000 человек. Преимущественно это дети и женщины. Ежедневные бомбежки гражданских объектов продолжаются. Репортаж Медины Мударовой. После призыва главы Чеченской Республики религиозные мероприятия охватили все районы и субъекты. Основная часть верующих собралась в мечети Грозного сердца Чечни. Коллективную молитву возглавил муфти региона Салах Хаджимежиев. Зеленский шавайт харбош дехардашо, Германия верк хавиена, Америка верк хавошо, хати гуллуш бог дейл мосты. Цона хаме гардонаш хальма гаря бойл, береш дейл мосты бо. Иблиси бьёх пачалкшиш, холят бог дех ахам бусоб ден дюц, эдмалитуриатчеш элла, оц алшонс эрил. Везгелош дейла, شيخ عرسونا شيزول محابة بيلوش وزغلوش دال بقو طولا يل شنومات عليه الصلاة والسلام لقد وقل طولا دال مصوب دين مصوب نأخبرت بوغل دال. Мусульмане совершили намаз, прося в дуа Всевышнего обезопасить народ Палестины от преступных посягательств, а также даровать победу чеченским бойцам, сражающимся на Украине. После они прочитали мавлид. Мусульмане с глубокой болью наблюдают за трагическими событиями в секторе Газа. Они искренне надеются, что их мольба о помощи мусульманам будет услышана и принята Творцом. دعلا بان اش يقطوا بان بول اش تبعش ويميلو يغرور دير بيور بدال مولا جكتي ايش بي وزندل اجكش هاي اغزلو جيت وزندل كورش ارس لستي ايش بي فلسطين شتو بي الاشت انيتو تاكو اوكرانيا بول بوسل بيجي اوزوزغل ول دا لا شيك اخيتمت تولا بن بوسل nach Belgien mogš merst en berzberbu içer ijukti os Палестине жукти иш иешордуш дели. Во всех мечетях тысячи верующих совершают тахаджуд-намаз в поддержку палестинского народа и наших братьев, участвующих в специальной военной операции. Все это показывает большую сплоченность мусульманской уммы. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. С рабочим визитом в республике находится заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Он успел сразу же по прилету проинспектировать курорт в Высогорье, Ведучи. Сегодня же чиновник побывал в особой экономической зоне промышленно-производственного типа Грозное. Обсудил моменты, где необходима поддержка федерального центра. Лейла Муртазова с подробностями.
Рабочий визит заместителя министра экономического развития Российской Федерации Сергея Назарова в регионе продолжился с посещением площади особой экономической зоны промышленно-производственного типа Грозный, на котором планируется реализовать инвестиционные проекты в пищевой, фармакологической промышленности, производство строительных материалов и логистической деятельности. Федерального гостя ознакомили с будущими проектами. На сегодняшний день, когда строите много, как Грозный Сити, это стекло здесь нету. Вы рассчитываете на большой объем стройки здесь? Здесь, да. На сегодняшний день выдано 7 свидетельств о статусе резидента и заключены соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности. Чиновники посетили ряд локаций, на которых в будущем будут функционировать заводы по трубной переработке, по производству диэлектрических, стеклопластиковых изделий, полипропиленовых труб, алюминиевых конструкций и обработка стекла. Будущие предприятия позволят создать новые рабочие места, увеличат налоговые поступления в бюджет всех уровней, а также улучшат позицию Чеченской Республики в рейтингах, отражающих инвестиционную и туристическую привлекательность регионов Российской Федерации. Первый этап развития экономической зоны был завершен в 2022 году, в ходе чего некоторые заводы уже функционируют. Сергей Назаров посмотрел, как протекает процесс работы и побеседовал со специалистами. Это солнцезащитное стекло. Это где вы брали? Это турецкое стекло. Это солнце. И режете сами? Да. Вручную? Да. Мы покупаем стекло в евроформате, чтобы могли резать вручную. Покупаем большой джамбо-формат. В заключение чиновники провели совещание и обсудили дальнейшую совместную работу и достигли ряд договоренностей. Также Сергей Назаров ответил на вопрос о реализации второго этапа особой экономической зоны. У нас есть действительно сдвиги в текущем году с точки зрения резидентов, приземления резидентов, начала работы резидентов на площадке. Вот уже 7 резидентов есть, и они там в разной степени готовности. Они на площадке работают, они, соответственно, уже в стадии строительства, кто-то уже начал планировку, кто-то начал уже работы по строительно-монтажной, и, собственно, это уже обнадеживает. Значит, мы с каждым резидентом поговорили по их планам, по их обязательствам. Эти обязательства, они отражены до конца года в показателях эффективности этой программы. Мы надеемся, что там просто большой объем и средств, и мест, рабочих мест создаваемых, он определен как раз по 4-му кварталу. Поэтому договорились вместе с республикой о том, что еженедельный будет контроль до конца года, чтобы достичь этих показателей. От этого, конечно, будет зависеть там и дальнейшее развитие, эффективность развития зоны и дополнительное финансирование по развитию инфраструктуры дальнейшей, для того, чтобы можно было привлекать и дополнительных резидентов, ну и обеспечить, собственно, этих же резидентов на площадке, потому что они там в большей части имеют под собой еще и этапность развития. То есть на первом этапе им нужны мощности там определенные сейчас, вторым этапом там за 25-м годом, 26-м они все планируют, ну, в большей части увеличить мощности, поэтому, соответственно, расширить свои производства, поэтому, соответственно, им потребуются дополнительные мощности. Министерство экономического развития Чеченской Республики продолжает возводить перспективные объекты, которые в будущем станут основными точками роста экономики и промышленного производства Чеченской Республики. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахмадов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном подвели итоги регионального этапа всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования». Целью является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования. Валентина Гусевская узнавала, какие задания выполняли участники, и поделится именами победителей. На региональный этап конкурса было подано более 1000 заявок, но лишь 30 учителей и управленцев прошли в полуфинал. В течение 3 дней участники проявляли себя по максимуму. Настало долгожданное награждение победителей. Всего 3 человека из 1000 участников получат этот титул. Победители оценивают по профессиональным компетенциям, надпредметным навыкам, креативности и эмоциональному интеллекту. Если он заявился на этот конкурс и тем более прошел такой сложный отборочный тур,
и образовательный марафон после этого отборочного тура. Он проходил 4 месяца, и наконец он оказался в полуфинале. Поэтому здесь он должен был проявить в себя свои, скажем так, высшие умения, навыки и компетенции. Проект «Флагманное образование» организован в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Главная задача конкурса – поиск и продвижение перспективных педагогов и управленцев в сфере образования для формирования системы кадрового резерва Российской Федерации. Конечно, у кого-то больше опыт в управленческой деятельности, а кто-то, например, может просто учителя, они могут более креативно, более инновационно подойти к решению той или иной задачи, которая понятна управленцу. То есть педагог может нестандартно решить задание, которое будет достаточно сложно, с одной стороны, или просто для управленца. Победители регионального этапа отправятся на финал конкурса в Москве, который состоится в ноябре. Впервые в конкурсе будут принимать участие специалисты со всех субъектов Российской Федерации. Эмоции просто восхитительные, потому что мне удалось вместе с управленцами пройти вот эту вот работу командную, наладить эту работу между собой и выступить должным образом. Всех участников полуфинала наградили памятными дипломами. Но главное, за это время они получили необходимые навыки, которые смогут применить в своей профессиональной деятельности и улучшить управленческие компетенции региона. Валентина Гусевская, Рахман Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Грозинском муниципалитете активными темпами идет укладка асфальтного покрытия, в том числе и на магистралях федерального значения. Только за прошлый год в нормативное состояние приведено 152 километра автомобильных дорог. Амина Тупилагова поделится, как идет работа. Дороги Чеченской Республики давно стали визитной карточкой региона и считаются одними из лучших в стране. За этими показателями стоит слаженный командный труд. Во исполнении поручения главы субъекта Рамзана Кадырова в Грозинском районе начаты работы по асфальтированию подъездных дорог к социально значимым объектам. В соответствии с федеральной программой, вот эта школа, она была завершена, дети там учатся, школа рассчитан на 720 посадочных мест. Ну и в соответствии с поручением главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова, вот эти подъездные дороги к социальным объектам, они у нас стоят в приоритете. В этой связи были начаты работы по подведению на дороги, асфальтированию к данной школе. Протяженность данного участка составляет 3200 метров. Асфальта здесь никогда не было. При неблагоприятных погодных условиях добраться до школы было очень проблематично. Проект получился достаточно масштабным, потому что в ходе работ пришлось переносить газовые и водоснабжающие линии, а также электросети. Участок будет соединять промежуток от автодороги Р-215, имеющей федеральное значение, до той, что находится между селами Толстой Юрт и Правобережная. Утром бывает, по технологии хельмобез протяженность 3200 общих уза. А уж по ширине 9 метров, шира был шаши из обочин гумаяш, по стандарту, как положено, хербол шняк бокузад. Работы по прокладке дорожного полотна проводятся в новом поселке села Толстой Юрт. С момента их начала население тут же стало возводить здесь дома. А это новая школа под номером 2 станицы Горячеисточнинской. Открыта она в этом году и рассчитана на 420 посадочных мест. К ней уже подведена дорога протяженностью 600 метров за счет средств регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда» от Загорского водозабора до Толстоюрта производится прокладка водопровода. Его протяженность составляет 6800 метров. Работы производятся в соответствии со всеми требованиями. Для того, чтобы трубы служили долго и не ржавели, их подвергают тщательной обработке. Сначала их покрывают битумом, потом 3 слоями гидроизоляции, и только тогда их закапывают в землю. В целом, по всему Грозненскому району идут масштабные работы по строительству и реконструкции социально значимых объектов, что стало возможным благодаря поддержке руководителя субъекта.
ويمحك دينا رمزان حاجن دال عال شولو دال دقول تون بركل ديريس الآلاتون غدرنا نا وصل درنا تو حكم تعدين تعشنا وصل هغري أون يا حد دكتور ما تعنا وصل دينا سودون قطونا وصل دياشتونا ويشلاشتونا يق وشسكو بلني سودون تونا وصل دربا عندلشتونا حدا لوش خيشتو يلش غاز يودون سويت ياش متنو سويت شو تشوبا خصم ياش بولشنا عندنا يشتون خصم شودون دال ليكنز بيقن بولتون ديلريز خلسون دونا. Амина Тупилагова, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Каждый человек каждый танец – это характер общества, в которое он зарождался. Это олицетворение образа жизни каждого человека, его мировосприятия. Многообразие культур, представленных на 14-м международном фестивале-конкурсе танца имени Махмуда Эсамбаева в Грозном, впечатляет. 114 танцовщика из 13 стран, из Японии и Монголии, Афганистана и Армении, и не только. Об особенностях хореографии разных народов расскажет Наталья Депутатова. Махмуда Эсамбаева не зря называют человеком эпохой, легендой танцев. Сам он говорил о себе: «Я человек мира». И этот праздник, посвященный ему и его творчеству, подтверждение этому. В концертном зале развернулась настоящая феерия. Танцевальные коллективы и сольные артисты на протяжении 3 дней выступали в совершенно разных жанрах перед компетентным жюри. Некоторые из них были лично знакомы с Махмудом Эсамбаевым, и принять участие в фестивале такого масштаба в качестве судьи – большая награда. Оценивать номера было нелегко. Каждый из конкурсантов представил индивидуальность. Это большой праздник танца, а танец – это жизнь. Жизнь – это животворящее начало. Очень важно, что молодое поколение, к которому я сейчас обращаюсь, посвящает свою жизнь танцам, любит танец, любит традиции своего народа, что с успехом показали на этом фестивале-конкурсе. У нас нету победителей, хотя есть те, кто получил места и дипломы, и награды. На заключительном гала-концерте выступили именитые певцы, музыкальные и танцевальные коллективы со всего мира. Конкурс прошел на очень высоком организационном и профессиональном уровне. В этом году как никогда было огромное количество участников и столько же было еще желающих. Нам пришлось создавать дополнительный экспертный творческий совет, который отбирал эти номера, потому что огромное количество было желающих принять участие в этом конкурсе. Мы все знаем, что в следующем году, в 2024 году, Махмуду Алисултановичу Эсамбаеву исполняется 100 лет, и будет юбилейный 15-й международный конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. И вот в преддверии вот этой юбилейной даты у нас прошел просто прекрасный праздник танца, посвященный памяти великому чеченцу Махмуду Эсамбаеву. Под национальную музыку в исполнении различных коллективов невозможно было усидеть на месте. Грузинские музыканты своим исполнением зажгли зал, и зрители, не удержавшись, спустились в пляс. Торжественный момент вручения заветных наград. Дипломы лауреатам и бронзовые статуэтки вручал министр культуры региона Муса Дадаев. Эти 2-3 дня так быстро пролетели, что мы уже сегодня объявили призеров. Из конкурса это призеры. Конечно, бы хотелось всем уделить внимание, но как во всех состязаниях всегда бывает лучший. И сегодня мы чествуем лучших танцоров на 14-м международном фестивале конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. Хотелось бы сегодня от лица главы Чеченской Республики Рамзана Ахмадовича Кадырова всех участников поздравить и пожелать им новых успехов, новых творческих открытий и на будущем, чтобы наших конкурсантов было еще больше.
Гран-при в номинации «Парный танец» забрали конкурсанты из Донецкой республики, которые впервые принимали участие в фестивале. Их танец – это балетная классика. Готовились танцоры тщательно, по их словам, выступление на сцене в Грозном для них очень престижно. Готовясь к фестивалю-конкурсу, мы немножечко скорректировали программу наших номеров, чтобы больше соответствовать мероприятию. И культуре, да, и чеченской, и, в принципе, фестивалю здесь. Все-таки у нас многонациональный, и через посредством танца, их культуры, это очень интересно, тем более мы, как артисты, нам это очень близко, и тоже за кулисами стоим, пробуем что-то, неважно какой регион, какая культура, да, очень интересно. Это замечательный фестиваль, потому что у людей есть возможность друг с другом познакомиться. Были здесь и совершенно неожиданные выступления. В международном фестивале принял участие молодой человек из Японии. Он выбрал для себя танец «Национальная чеченская лезгинка». Станцевал ярко и харизматично, за что получил специальный приз и приз зрительских симпатий. По его словам, танцевальная культура вайнахов ни на что не похожа, индивидуальна и прекрасна. My first trip is really great because here is really great place. Yes. Ему очень нравится, он первый раз. Это первое его путешествие куда-либо, поэтому он в восторге. 3 года назад он впервые увидел чеченский танец в интернете. Его поразила та сила духа и достоинства, которые представляли в этом танце, поэтому он выбрал его. Фестиваль танца имени Махмуда Эсамбаева проводится в Чеченской Республике уже в 14-й раз, и в планах провести следующий, юбилейный, в Москве, что, по мнению организаторов, еще больше повысит престиж конкурса. Интерес к этому фестивалю очень большой, как в пространстве России, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Показателем, свидетельством тому служит очень большое количество, как никогда в этом году приехало в нашу республику, чтобы показать свое искусство в ключе жанра Махмуда Эсамбаева. Чеченскую музыку и танцы знают во всех уголках мира, восторгаются культурой и традициями вайнахов. Искусству во всех его проявлениях уделяет большое внимание руководство региона. Проводятся различные фестивали, концерты и конкурсы федерального и мирового масштаба. Возводятся новые концертные залы, в селах строятся дома культуры для того, чтобы местная молодежь могла заниматься любимым занятием, будь то пение, танцы, театр или рисование. Наталья Депутатова, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Более 2000 человек приняли участие в марафоне, приуроченном к Всероссийскому дню ходьбы. Среди участников обучающихся спортивных общеобразовательных школ, средних профессиональных и высших учебных заведений, ветераны спорта, а также все желающие жители. Путь длиной 2023 метра пролегал через парк культуры и отдыха имени Хусейна бен Талала. В завершении ребят наградили дипломами и различными призами. Организаторами выступили Олимпийский совет Чеченской Республики совместно с Министерством спорта и Министерством образования региона. Набрались энергии и, как говорится, все для здоровья. От мала до велика, с любого возраста может участвовать, независимо от пола, вероисповедания. Тут разных конфессий люди, разных возрастов. И это мероприятие только приносит здоровье, сохраняет физическую форму. Так что это очень нужное мероприятие. Красивые фигуры и продуманные ходы. Шахматы – это увлекательная игра, пришедшая к нам из Древней Индии. Ее называют благородной, ведь когда она появилась, простым людям не дозволялось в нее играть. В интеллектуальной битве в Урус-Мартановском муниципалитете узнавали имена лучших шахматистов района. Мадина Нусалчиева о тактических комбинациях на доске. Фигуры расставлены, шахматисты готовы. Муниципальные отборочные соревнования по интеллектуальному виду спорта среди обучающихся общеобразовательных организаций Урус-Мартановского района прошли в стенах школы номер 9. Соревнования – это всегда волнительно, чтобы немного отвлечь детей от переживаний, для них исполнили песни. В муниципальном этапе отбора приняли участие 23 школы. Конкурс прошел в 5 туров. Играли они по швейцарской системе. Суть швейцарской системы игры заключается в том, что после первого круга проигравший не выбывает из турнира, а переходит в следующий тур, где встречается с оппонентом, набравшим такое же количество очков. Пары отбираются подобным образом до тех пор, пока не будет выявлен победитель.
Шахматы – бесконечное упражнение для ума. Во время партии задействуются оба полушария человеческого мозга. Одновременно используется логическое и абстрактное мышление. В этой игре очень много тонкостей. Самое главное – сдержанность, хитрость в хорошем смысле в этом слове, чтобы обмануть врага, скажем. Ну и физкультура ума. В личном зачете среди старших классов первое место заняла Эльмурзаева Хава, среди младших – Зайпулаева Альбика. Ну а первое общекомандное место завоевали участники Шаложинской школы номер 1. С того момента, как узнали, что будет этот турнир, мы начали усердно тренироваться больше, чем обычно. Я планирую стать чемпионкой России. Если даже первый раз проигрываешь, то надо продолжать и стремиться к лучшему. Победителям и призерам вручили кубки, медали и дипломы. Мадина Цолчиева, Моусар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В спорткомплексе «Олимпийск» проходит чемпионат Чеченской Республики по греко-римской борьбе. Всего участие принимают 110 спортсменов в 10 весовых категориях. Состязания продлятся 2 дня. Слово Адаму Магомедову. 110 спортсменов со всей республики вступили в схватку за отбор на турнир СКФО по греко-римской борьбе. Каждый бой проходит по 2 периода общей длительностью в 6 минут. Главная цель поединка – прижать соперника спиной к ковру. Это называется туше. Также можно одержать победу, набрав преимущество 8 баллов. В греко-римской борьбе, в отличие от вольной, запрещены зацепы, подножки или же захват ног руками. Борцы действуют только верхней частью тела, совершая броски руками или же для поднятия туловища соперника, при этом сохраняя ближнюю дистанцию. Один из борцов, Хамид Исаев, готовился к соревнованиям в течение всего года, проводя ежедневные тренировки, дабы добиться лучшего результата. У спортсмена большой опыт, ведь он занимал призовые места на всероссийских и международных соревнованиях и не собирается останавливаться на достигнутом. на вес выше 87 олимпийский вес. Захал до первой схватки 2-0 бен. Я хотел второй схватки, дикдайверса, инсхиташи схватки сан. Делал там сугеты два. Спортсмены выступают в 10 весовых категориях. На соревнованиях высокая конкуренция. Зрителям интересно наблюдать за зрелищными боями. Они поддерживают своих фаворитов. Уровень, так можно сказать, хороший, но надо еще подтянуть. Будем готовиться к чемпионату Северного Кавказа. Поэтому у нас идет как бы проверочный старт. Итоговые поединки пройдут уже во второй день. В результате определятся победители и призеры, которые поедут на чемпионат СКФО. Он пройдет в первых числах декабря в Махачкале. Адам Магомедов, Шамсудин Джабраилов, Сайцели Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. Представители газовой сферы раздали информационные буклеты в селении Октябрьское Грозненского муниципалитета. «Газпром» газораспределение Грозный продолжает информирование населения и отмечает, что меры безопасности нужно соблюдать каждодневно. Содержание листовок касается подробных сведений о возможностях дистанционной оплаты, корректного использования голубого топлива и проекта бесплатной дегазификации. Организаторы подчеркивают, что своевременное погашение задолженностей и соблюдение требований договора – гарантия качественного обслуживания пользователей и самих сетей. В связи с началом отопительного сезона хотелось бы попросить жителей Чеченской Республики для того, чтобы они не препятствовали работе сотрудников специализированной организации для качественного выполнения работы. Также хотелось бы подчеркнуть, чтобы население своевременно оплачивало за потребленный газ во избежание накопления задолженности. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах, социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.